Каждую среду в 19:00 подключайся в прямой эфир в Instagram и Facebook, профиль One Click Якутск. Смотри, задавай свой вопрос. Выступают с отчетом о проделанной работе заместители главы города Якутска, руководители структурных подразделений окружной администрации, муниципальных учреждений и предприятий. Отвечает на вопросы горожан. Каждую среду в 19:00. Добрый вечер! Сегодня 24 января. Вы смотрите выпуск номер 7 «Отчет должностных лиц». С вами Марика Амосова. Еженедельно каждую среду в 19:00 подключайся и смотри прямую трансляцию в профиле One Click Якутск на Фейсбуке и в Инстаграме. Отчет должностных лиц – это программа, в которой есть открытость, взаимосвязь и даже есть возможность задать онлайн-вопрос. В этом выпуске с отчетом выступит начальник, главный архитектор города Якутска Алексеева Ирина Дмитриевна. Здравствуйте! Здравствуйте, Марика! Давайте приступим. Как мы знаем, в апреле 2015 года вас назначили на вашу должность. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается и в чем функции должности? Ну, на самом деле, функция и должность главного архитектора – это, конечно же, прежде всего вопросы развития города. Одно из основных направлений нашей деятельности управления архитектурой и градостроительной политики – это нормативно-правовая основа градостроительства в городе Якутске. То есть в наши полномочия входит разработка и внесение изменений в так называемую градостроительную документацию. Это стратегические документы, на основании которых появляются какие-то юридические основания для того, чтобы городу развиваться. Прежде всего, это генеральный план города, правила землепользования и застройки, документация по планировке территорий, а именно проекты планировки и проекты межевания. Дальше у нас вступают в силу так называемые документы, по которым уже выдаются муниципальные услуги, градостроительный план земельного участка и дальше расширение строительства. Но сразу хочу сказать, что многие люди путают. Иногда задают вопросы, почему архитектура выдала разрешение. На самом деле разрешение на строительство – это совершенно другие полномочия, этим занимается у нас департамент градостроительства. Кроме вот этой вот основной функции, естественно, все-таки архитектура – это тот орган, который отвечает за архитектурный облик. То есть в наших полномочиях согласование архитектурно-градостроительного облика объектов, вопросы размещения информационных вывесок, рекламных конструкций, то есть все, из чего формируется городская среда, в том числе вопросы благоустройства, если это касается благоустройства и дворовых территорий, каких-то объектов жилого назначения, нежилого назначения, и в том числе, конечно же, общественных пространств. Это то, как должны выглядеть наши площади, парки, скверы и другие общественные пространства. Так, давайте вспомним 2017 год, какие работы были проделаны. 2017 год у нас ознаменовался стартом национального приоритетного проекта «Комфортная городская среда». И здесь, конечно, сразу хочется сказать, что это не только благоустройство. Вообще комфортный город – это очень много аспектов, в том числе аспектов касаемо так называемых местных нормативов градостроительного проектирования. У нас в городе такие нормативы утверждены, и сегодня мы весь 2017 год работали не только в части благоустройства, об этом я чуть позже, наверное, расскажу, а в том числе и работали с нашими застройщиками, с основными, правообладателями земельных участков на тот момент, чтобы они при строительстве, при планировании своих земельных участков обеспечивали комфорт нашим горожанам. Что это означает? Например, застройщик, который планирует строительство того или иного дома, он вначале прорабатывает территорию, и здесь он обязательно должен обеспечить как минимум самые минимальные нормативы. Это необходимое количество парковок, необходимое количество площадей для организации отдыха и досуга горожан. Вот такие вот нормативы, которые утверждены, мы прежде всего начинаем требовать. И потом уже вступают в силу вопросы, например, городского дизайна, оформления. То есть очень много мы стараемся сейчас уделять внимание. В этом году, в 2017 году, это беспрецедентный случай, мы приняли нормативно-правовой акт об обязательном согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов жилого назначения. Однако к объектам жилого назначения относятся практически все объекты, которые находятся в жилой застройке. Это и школы, и детские сады, это и гаражи, которые рядом с домами. То есть практически все объекты сегодня обязаны проходить процедуру согласования в части архитектурного облика.
Я ознакомилась с отчетом, и у нас в прошлом году одобрили, по-моему, 3 площадки, то есть территории по выгулу животных. Одна, по-моему, была уже в прошлом году за счет активистов и Губинского или Гагаринского округа, уже не помню. Ну, это вот, на самом деле, да, площадки для выгула собак, это так называемое общественное пространство. Вот, что касается 2017 года, значит, в этом году у нас стартовал национальный приоритетный проект «Комфортная городская среда», и город Якутск участвовал в этом проекте. Мы за счет федеральных средств и средств республиканской субсидии, значит, начались благоустройство 9 общественных пространств в городе и 21 дворовой территории. Ну, это как бы первый начальный этап. Вот. В том числе мы очень много приглашали наших горожан участвовать, как бы, чтобы у нас появились внебюджетные источники. И как раз вот площадки для выгула собак – это чистая инициатива наших горожан. В Гагаринском округе, например, под руководством главы Гагаринского округа Руслана Платонова, очень молодой глава, активный такой. Сами жители инициировали благоустройство площадки, вот, сами вложились, сами сделали там очень интересные такие скамеечки, чтобы люди, которые приходили выгуливать собак, могли общаться между собой, друг с другом. Вот. И такие проекты, конечно, нами поддерживаются, приветствуются, и мы ждем всех наших горожан с этими интересными проектами. Ну вот давайте скажем, какие вот площадки будут уже реализованы. В 2018, по-моему, остались еще 3 или 2. По выгулу собак вы имеете в виду, да? Ну вот по сути, по выгулу собак это нерегламентированные вещи, то есть такие площадки должны быть по сути в каждом дворе. Потому что у многих из наших жителей есть домашние питомцы, и, конечно, они должны где-то выгуливаться, потому что сейчас, к сожалению, надо признать, что у нас это абсолютно не организовано. Вот. Поэтому такие площадки вообще по окружной администрации у нас было принято решение в каждом округе обязательно делать общие площадки для выгула собак. Ну и вот в дворовых территориях по возможности, значит, в разрезе проектов благоустройства предусматривать такие площадки. Поэтому таких площадок будет появляться много. И в 2018 году мы продолжаем эту программу. У нас сейчас в муниципальной программе где-то 33 двора попало. К сожалению, денег не так много, но вот в тех дворах, которые попадут в муниципальную программу и которые будут профинансированы, мы ждем участия самих жителей и в части софинансирования тоже. И здесь они, естественно, могут рассматривать дизайн-проекты, предложить и обустройство площадок для выгула собак. Ну и с отчета еще есть такой вопрос о бульваре Учителя. По плану строительство должно было завершиться в прошлом году еще в сентябре, потом перенесли на октябрь за счет того, что там нашли раскопки 18-19 века, но в прошлом году такие, как я понимаю, не завершились, да? Да, с этим проектом мы стартовали вот как раз в рамках проекта «Комфортная городская среда». Это был один из знаковых проектов. Сразу хочу отметить, что проект попал в десятку лучших проектов по России. 2700 общественных пространств благоустроено в 2017 году, и наш проект попал в десятку. К сожалению, с реализацией в 2017 году реализовать полностью не удалось, потому что есть так называемые форс-мажорные обстоятельства. Вот. Наши коллеги-археологи обнаружили там очень интересный объект, который вот по временным каким-то рамкам, он там 18-19 века. И, конечно же, было принято общее решение приостановить работы, потому что вообще сохранение культурного наследия – это тоже одно из направлений вообще стратегии развития городов. Любой город, который, тем более исторический, как наш город, мы отметили 385 лет в этом году, должен ценить свою историю, и поэтому такие вопросы мы обязательно будем учитывать. Вот. Но мы продолжим эти работы в 2018 году, очень надеемся, что наш проект будет одним из лучших, и мы будем стараться попасть в рейтинг Минстроя Российской Федерации. Я читала комментарии, и многие, наоборот, сказали, хорошо, что отложили это строительство, потому что очень интересно, что там творится под землей у нас, чем забетонировать и забыть. И спрашивают, что сделали с этими архитектурными находками. Это трудно сказать, что это архитектурные находки, это просто исторически ценные находки. Да? Ими занимается Екатерина Алексеевна Строгова, это директор нашего музея города. То есть эти артефакты попадут в музей нашего города. То есть мы планируем же создать музей города, вот, уже определены даже административные ресурсы, у нас есть директор музея. И, конечно, такие объекты будут попадать в музей и останутся для того, чтобы наши будущие поколения могли знать историю города Якутска. Ну и еще вопрос есть о теплых остановках. То есть какое количество было выполнено
одобрены и запущены, вообще сейчас функционируют в прошлом году и на этот уже текущий 2018. Это тоже один из интересных проектов городских, который был, идея, кстати, была предложена на игре «Мэр». Вот. И эту идею поддержал Алексей Сергеевич лично, и таким образом у нас в городе вот предприниматели, которые заинтересованы в развитии своей деятельности именно путем строительства теплых остановок. Более 20 остановок уже организовано в городе, мы эту работу будем продолжать. Они себя действительно очень хорошо оправдали. Есть, конечно, моменты, когда в теплых остановках, к сожалению, надо признать, собираются у нас и маргиналы, и люди низкой социальной ответственности, скажем, но это тоже наши жители города, поэтому с ними нужно отдельно работать по линии социальной политики. А то, что в самые холодные время года люди могут в теплой остановке подождать автобус, это очень большая задача, и это та задача, которая поставлена перед нами главой, мы ее будем продолжать. Вот, земельные участки формируются, и по концессионному соглашению предоставляются предпринимателям, поэтому приглашаем предпринимателей, подходите в окружную администрацию, в отдел предпринимательства, если у вас есть интерес именно по направлению теплой остановки. Наткнулась буквально вчера тоже на видео, сняли в районе столичного рынка, там остановка называется, не столичный, простите, строительный рынок, но там ограждение, там нету въезда автобуса, а ограждение проезжей части автомобильной, то есть эта остановка работает, но не функционирует как теплая остановка. Конечно, в процессе реализации проекта всегда возникают разные технические сложности. Здесь сложность возникла в связи с тем, что улица Жарницкого, она как раз реконструировалась. И здесь небольшие, накладки в части того, что наша теплая остановка не была учтена в проекте улично-дорожной сети. Вопрос на контроле у структурного подразделения главстроя, поэтому этот вопрос будет решен обязательно, и остановка откроется. И у нас есть вопрос через социальные сети. Добрый вечер, Ирина Дмитриевна. У нас такая проблема. Мы бьемся уже который год за прирезку земли по даче. Ситуация такова. Часть гаража выходит за границу участка, а земля ничейная, но близко к красной линии, поэтому согласования нет. Неоднократно обращались и через МФЦ, и напрямую в архитектуру. Как нам быть в этой ситуации? Адрес ДСК «Север». Вообще, на самом деле, таких вопросов поступает огромное количество. Это как раз тот вопрос, которым я занимаюсь как главный архитектор. И когда люди к нам обращаются, конечно, здесь всегда два момента. По заданному вопросу я поняла, что люди построили свой гараж за пределами земельного участка, который у них находится на праве собственности. И таких вопросов тоже очень много. То есть первое, с чего надо начинать, это, конечно же, мы работаем с управлением муниципального контроля, мы направляем наших специалистов на момент проверки, как люди построили свой объект за пределами земельного участка. Если нет каких-то там нарушений, то есть земельный участок был ранее на каком-то праве предоставлен, тогда мы такие вопросы уже начинаем рассматривать на момент внесения изменений в градостроительную документацию. Люди могут обращаться к нам в управление по адресу Октябрьская, 20/1 заявлениями. Что касается красных линий, это тоже незабываемая вещь. То есть всегда очень много вопросов таких на уровне баланса. То есть когда мы принимаем решение, нужно рассматривать вопрос с многих сторон. Может быть, это действительно там и нарушение градостроительного законодательства, может быть, есть действительно возможность прирезки. Все вопросы мы рассматриваем коллегиально, это не один главный архитектор принимает решение. У нас действует при управлении специальная рабочая группа, в которой присутствуют и представители агентства земельных отношений, и департамент имущественных и земельных отношений, и управление муниципального контроля, и наши ресурсоснабжающие организации. То есть, если там проходят сети, это и электричество, там, канализация, то есть все вопросы, касающиеся планирования территории, они как раз рассматриваются на рабочей группе. Так, и давайте блиц-вопросы. Кем вы мечтали стать в детстве? У меня в детстве было две мечты. Или ювелиром, или архитектором. Две мечты я лелеяла, но архитектура выиграла, потому что на самом деле в советское время была такая установка: человек должен обязательно получить высшее образование. Когда я узнала, что ювелиры, к сожалению, не
обучается в высших образовательных учреждениях. Я вот сделала выбор как раз на архитектурный факультет, куда я поступила после школы. Я немножко изучила вашу биографию. Вы из поселка Покровск, закончили Новосибирский институт, и все-таки это мечта вот не поставленной цели, да, уже поступить в институт, стать главным архитектором. Нет, конечно, главным архитектором это как вот с детства мечтать. Естественно, это просто уже со временем, в ходе профессиональной деятельности, ну, как бы сложились какие-то и объективные обстоятельства, вот, и когда мне глава предложил, я, значит, согласилась на работу в окружной администрации. Но мечта быть архитектором, она, да, действительно была в детстве, и очень здорово, я вот не устаю рассказывать, у нас проходили курсы профориентации, когда приезжали ребята, которые учатся в архитектурных разных вузах. Вот, я помню, Саша Борисов, наш, как бы, вот, старший товарищ из Покровска, из нашей школы, он как раз учился в Новосибирске, и когда он приехал, начал рассказывать про свой институт, а это было в классе, наверное, в 8 или 9, у меня вот эта идея в голове села, и я просто мечтала поступить именно в Новосибирск. Архитектурный институт. Да. Замечательно. Какое качество вы цените больше в людях в первую очередь? Ну, вопрос такой общий, но все-таки сложный, потому что прежде всего, наверное, порядочность. Порядочность, то есть доброта душевная, понятно. Что самое сложное в работе руководителя? Ну, в руководителя много сложностей, трудно тоже ответить. Самый сложный, давайте назовем. Самый сложный. Самый сложный вот для меня это, конечно, механизм взаимодействия. То есть нужно уметь ладить с людьми. То есть люди разные, и руководитель всегда встречается в своей жизни, но с какими-то решаемыми вопросами. Здесь, конечно же, я очень завидую, как это всегда думаю, что вот как они назывались-то, люди работают. Люди, которые очень корректные, очень деликатные, очень всегда находят общий язык с любым человеком. Вот это, мне кажется, очень важно именно у руководителя, найти общий язык с любым человеком, который к тебе приходит. Или это твои специалисты, с которыми ты непосредственно работаешь, или это вышестоящие руководящие должности, или это обычные жители города, которые ежедневно приходят к нам в архитектуру. Здесь, конечно, выслушать и понять, и наладить взаимодействие – это основная функция, вот как руководителя я в этом вижу. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Ну, 5 лет – это такой маленький срок, на самом деле. Вот. За 5 лет нам бы… У нас сейчас вот эта программа «Комфортная городская среда». Конечно, очень хочется, чтобы в нашем городе появились современные общественные пространства, чтобы у нас был благоустроены наши площади. Площадь Ленина, например, находится в таком состоянии, что надо работать. Наш парк городской, пляж городской. Вот. И такие общественные пространства, которые вот мы начали делать, я очень как бы вижу через 5 лет уже реализацию наших проектов. Это и бульвар Учителя, это и очень интересный проект по въездному знаку в город Якутск, это привокзальная площадь в районе аэропорта, ну и много других общественных пространств, по которым сейчас ведется работа. Я думаю, через 5 лет, если мы приложим максимальные усилия, мы реализуем все эти проекты, и город наш, конечно, станет во много раз комфортнее и уютнее. Давайте, пока у меня лента вверх не ушла, у нас в прямой трансляции появился вопрос. Добрый день. Будут ли продолжаться стройка Петросяна по улице Петра Алексеева возле площади Орджоникидзе? Заранее благодарю за ответ. Вопрос сложный. Вопрос сейчас находится на стадии судебных решений. Как только судебные решения будут приняты, вот, мы уже будем дальше двигаться. Так, и еще вопрос. Есть ли у вас дача и насколько она архитектурна? К сожалению, дачи у меня нету. У меня только квартира. Вот. Что касается своей квартиры, это действительно спорник без опок. У меня очень взрослые дети, я полностью отдаюсь работе, и, к сожалению, очень мало времени хватает на… Ну, конечно, хотелось бы там архитектурно все обустроить у себя, но я, например, приоритеты расставляю в последнее время. Это больше, конечно, путешествия. То есть я максимально стараюсь куда-нибудь уезжать, отдыхать. Вот. Ну, а дом, как говорится, это дом. Там вот по мере возможности, конечно, создаю уют. Следующий. Как избавить свое строение, не понимаю, Z.U от красной линии, если она возникла после строительства объекта? Тоже вопрос достаточно часто встречающийся, достаточно часто. Действительно, у нас в некоторых моментах и градостроительная документация
не очень корректно разработано. Например, большой пакет граддокументации был разработан в 2013 году, это было сразу 107 кварталов. И, конечно, там за 1 год такое количество кварталов в должном качестве разработать практически физически невозможно. Поэтому вот с 2015 года, вступив в эту должность, мы как раз занимаемся тем, что приводим в соответствие. И каждый раз оцениваем, что же все-таки в приоритете. Или красная линия, которая предполагает там развитие улично-дорожной сети, или все-таки это фактически учет использования земельных участков. Если, например, мы видим, что там мы дорогу не планируем, то мы иногда допускаем вопросы корректировки красных линий прямо в составе проекта планировки. И следующее. На перекрестке Ярославского и Строда есть ряд домов, хозяева которых стали заложниками так называемого проекта «Старый город-2», то есть попали в охранную зону. Когда город выкупит их дома? Ну, тоже вопрос открытый. На самом деле, все-таки еще раз подчеркну, что город Якутск – исторический город. Вот практически 4 века – это не каждый город. Мы один из первых исторических городов в Сибири. Вот. И не сохранять свою историю – это, конечно, ну, просто таких вопросов не может стоять. Поэтому единственный сегодня очаг, где у нас действительно сохранились в хорошем качестве объекты деревянного зодчества XIX века, это как раз вот эта территория, о которой люди спрашивают. И действительно, значит, в городе Якутске вся градостроительная документация, как я уже сказала, а это генеральный план, еще в 1987 году было принято решение, что этот ценный исторический район надо сохранять. Вот. И не нужно говорить, что люди находятся в каком-то там, ну, в такой, да, в сложной ситуации. На самом деле люди имеют право собственности, а это самое главное. Люди могут продать свои земельные участки, люди могут их обменять. То есть здесь как раз понятно, что, может быть, сегодня у города пока нет средств в бюджете развивать эту территорию, но очень большой интерес проявляет предпринимательское сообщество. То есть люди, например, готовы выкупать эти объекты для того, чтобы там создавать объекты туризма. Это будет очень привлекательно, люди смогут много заработать. Ну, как здесь, старый город, да, как старый город, например, в других городах. Вот Якутск прекрасный, замечательный город, там так называемый 130-й квартал был разработан. И первыми шагами, конечно же, было утверждение концепции, потому что без этого дальше двигаться нельзя. Наши коллеги-историки разработали паспорта всех этих объектов. Вот. Сейчас Департамент охраны объектов культурного наследия работает по признанию этих объектов таковыми. То есть работа ведется, да, и рано или поздно в любом случае нужно как бы ценности-то тоже для себя. Потому что люди иногда, знаете, какие вопросы задают, Марика? Они говорят, а можем ли мы здесь найти застройщика, построить 16-этажный жилой дом? К сожалению, вот, не то чтобы к сожалению, а наоборот, наоборот говорить, что очень здорово, что у нас в городе вот, приняты такие градостроительные документы, которые направлены на то, чтобы сохранить уникальность города, историческое лицо города. А без этого никак. Конечно, можно застройщика запустить, он денег заработает, люди, может быть, решат проблемы сегодня, да, но как город мы, к сожалению, очень много потеряем, поэтому здесь на кону стоит вообще само понимание города как исторического. То есть определенной даты и планов таких нет? Нет, сейчас у нас очень плотно работает рабочая группа при окружной администрации, значит, Координационный совет по предпринимательству, с которыми мы практически, значит, все контакты людей взяли. Вот, и практически там предприниматели сами тоже, те, кто желает, то есть эта работа ведется. Идет, да? Да, работа ведется. Так, ну и следующий. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Ну тут вообще, это дети. Это дети, это самые родные, близкие люди. Так, оцените архитектуру города Якутска. Отлично, хорошо. Может, удовлетворительно или еще там вот далее. Но здесь однозначная оценка удовлетворительная. Слава богу, у нас не все плохо. У нас есть замечательные объекты, которые появляются в последние годы. Это и жилой дом по Пирогова с таким национальным колоритом, и наши крупные общественные здания, например, тот же аэропорт, это замечательный проект наших местных якутских архитекторов, которые украшают и улучшают лицо города. И такие проекты появляются у нас и будут появляться. То есть, что касается оценки удовлетворительной, это больше все-таки касаемо эксплуатации тех объектов, которые у нас есть. У нас очень много ветхого жилищного фонда, очень много деревянных строений, которые надо сносить. Вот. Ну и, конечно, советское наследие, когда у нас много хрущевок, много жилых домов крупнопанельной серии. Вот, по ним тоже нужно работать по фасадам. То есть в целом вообще оценка удовлетворительная, это неплохо. У нас как никогда поступает очень много вопросов и в дайрект Инстаграма, и в других соцсетях. И вот опять поступил вопрос.
Есть ли концепции дизайна развития 17-го квартала, когда будут отселять космонавтов 6 и соседние дома? Ну, по 17-му кварталу, к сожалению, вопрос тоже сейчас усложнился. У нас действительно разработан проект планировки, проект межевания. Вот. И, пожалуй, тоже один из беспрецедентных случаев, когда самое большое количество людей пришло на публичные слушания. Вот. Что касается открытости, как раз я считаю достижением нашего управления, что за 3 года мы провели столько публичных слушаний, резонансных, открытых, и люди действительно приходят и высказывают свое мнение. И вот как раз по 17-му кварталу мы же ожидали, что компания Джода китайская в рамках соглашения очень быстро этот проект реализует. К сожалению, там возникают вопросы, поэтому проект тормозится, но проект утвержден, вот, и по этому проекту в любом случае мы планируем дальше развивать эту территорию. У нас вопросы поступают, такого же даже у нас не было. Так. И как будут решаться проблемы с огромными лужами в городе? Заранее благодарю. Ну, лужи – это, конечно, вопрос водоотведения. Вот. Огромные работы в этом году провела наша служба эксплуатации городского хозяйства по обеспечению проточности городского канала. Это как раз та самая аорта, которая будет решать вопросы водоотведения. У нас на самом деле все, что находится на территории кварталов, оно должно стекать в городской канал и по городскому каналу уходить на канализационно-очистные сооружения. Если много лет наш городской канал, к сожалению, был непроточным, вот в 2017 году основное достижение вообще команды окружной администрации то, что проточность городского канала она появилась. Вот. В этом году запланированы работы по Большому кольцу, это и Атласовские озера, это вот практически под Сопкой, под Мыраном, да, там тоже будут вестись очень большой объем работ. Вот. Ну и параллельно, само собой, ведутся работы уже локально по каждому кварталу по водоотведению. Ну и лично от меня тоже хочется вопрос задать. Я как путешественница очень много видела, что в других странах и городах развивается стрит-арт. Я была удивлена, когда приехали художники из Москвы и из Италии, и вообще вот прошлогодней работой, когда на Игнатьевой, Кутирова улица, огромная работа была. Будут ли такие подобные проекты в 2018 году? Да, действительно, это, можно сказать, как раз вот новое веяние в облике нашего города, потому что многие города, несмотря на то, что есть, как я уже сказала, там советское наследие, не очень хорошего качества архитектура, выходят из ситуации вот как раз такими методами, когда, например, творческие люди, художники могут просто расписывать скучные стены. И мы в позапрошлом году у нас Кадана участвовала, и Андрей Степанов, расписали 4 фасада. И вот в прошлом году с помощью Национального художественного музея мы пригласили уже более таких, как бы, чтобы показать нашим ребятам, как вообще можно делать. Вот. И из Италии Агустина Якучи, и москвич Женя Желваков, они прекрасные, замечательные фасады сделали. Мы будем продолжать обязательно эту работу. В этом году в рамках биеннале актуального искусства, конечно, хотелось бы с Национальным художественным музеем поработать, но посмотрим, да, потому что на самом деле бюджетные средства достаточно ограничены. Вот. Сейчас у нас в бюджете пока вот точно таких затрат не предусмотрено, но посмотрим, может быть, у нас получится в корректировку бюджета попасть, то есть какие-то интересные проекты все-таки реализовывать. И еще мы работаем в этом направлении как раз с внебюджетными источниками. У нас заинтересованность проявляют сами предприниматели, рекламные даже компании, которые предлагали еще и в прошлом году, например, делать рекламу в виде стрит-арта. Тоже мы готовы рассматривать такие проекты. Вот, так что, если есть какие-то хорошие идеи, пожалуйста, да? Да, конечно. Тут вот этот вопрос, который по старому городу, видимо, он смотрит наш прямой эфир и задает. Смотрю эфир, ответ не удовлетворяет. Люди по старому городу не могут продать дома, в которых вода по колено, а продать не могут, так как там запрещено строительство. Еще раз, это совершенно неверный подход. Продать люди могут все, на что имеют право собственности. Другое дело, кто купит. Понятно, что люди-то хотят сегодня продать какому-либо застройщику. Вот. Но поскольку, еще раз, стратегия города утверждена, и в этом районе мы не планируем многоэтажное строительство, значит, и покупателей нужно искать не тех, которые хотели бы построить многоквартирное жилье, а предпринимателей, которые готовы были бы выкупить тот же объект, восстановить его в первозданном виде. Возможно, это люди задают вопросы, которые живут не в тех домах, которые имеют какой-то, как сказать,
ну, признаки объекта культурного наследия, тогда речь идет о земельном участке, потому что в соответствии с концепцией развития охранной зоны на каждом земельном участке в этом районе запланировано, если не сохранение, то перенос объектов, которые стоят у нас в разных точках города. То есть нужно искать людей, которые готовы в это вложиться и готовы купить. И, то есть здесь не нужно просто путать и пытаться людей сбить, как сказать, с панталыки, потому что под многоэтажное жилье там объекты, естественно, они не продадут. Мы возвращаемся к блиц-вопросу. Какая у вас заработная плата? Ну, мы задаем всем, если не хотите отвечать, можно нет. Я могу ответить, это 60 тысяч рублей в месяц заработная плата стандартного работника окружной администрации. Каким вы видите себя в старости? Ну, тоже вопрос. Что значит в старости? Вообще сегодня понятие старость, мне кажется, размыто. Люди, которые... Я вот на своих коллег смотрю, им лет по 75, по 80, они очень активно работают. Поэтому мне кажется, вот по моему характеру я не думаю, что я буду там ходить, может быть. Но как-то все равно быть жизненно активным. То есть вижу себя в преклонном возрасте жизненно активной. Если не работать, то заниматься, не знаю, общественными какими-то делами. Все равно, может быть, ездить, путешествовать. То есть очень активную старость я вижу. Следующий вопрос. Когда последний раз плакали? У нас какие-то пессимистические вопросы. Нет, плакать, да, плачу я часто. Я женщина, это надо признать, я очень эмоциональная. Плачу часто, когда не получается что-то. Ну, что скрывать, и мужчины иногда плачут. Вот, последний раз, ну, так что навзрыд, слава богу, ну, не могу вспомнить. Но частенько бывает такое, что просто вот в кабинете сяду и эмоции, значит, выплесну, да. Есть даже статистика, что женщина в год плачет более 65 раз, а мужчина плачет более 11 и меньше. Поэтому мужчины да. Ну и следующий вопрос у нас вытекает, когда вот последний раз смеялись, вот прям, чтобы заболел пресс. Ой, ну мы вот, пресс не болел, но мы замечательную поездку с друзьями ездили. То есть отпуск – это всегда время, когда встречаются люди и так весело проводят время. Так, ну чтобы пресс болел, последний раз, трудно вспомнить последний раз. Бывает такое иногда, действительно, что вот смеешься. Я вспоминаю поездку во Владивосток, это было года 4 назад, ну подождите, 2009 год. Вот мы там точно до пресса смеялись с друзьями. Когда ваше вдохновение откуда берете? Вдохновение имеется в виду все-таки по работе, да? То есть, можно и из жизни? Вдохновение, ну, я уже сказала, что у меня, к сожалению, вот нет таких прямо там каких-то увлечений. Я не вяжу, не вышиваю, не занимаюсь там какими-то такими, к сожалению, просто времени на хобби нет. Единственное мое увлечение – это спорт и путешествия. Поэтому вдохновение, конечно, приходит во время каких-то поездок, увидев в других городах, как они делают, вдохновляешься этим и пытаешься это спроецировать на наш город Якутск. И все время здесь, значит, прихожу с большими глазами после поездок, начинаю всех своих коллег третировать. Говорю, вот, а вы знаете, там, вот в Сеуле, там, не знаю, в Нью-Йорке, там, в каком-то городе, да, в Европе там что-то есть, а давайте вот что-то подобное у нас попробуем сделать. Замечательно. Самый лучший архитектор, на ваш взгляд? Вообще мировой архитектор, может, да? Ну, здесь тоже очень трудно сделать приоритеты. Я вообще люблю очень чистые линии и конструктивизм, то есть больше такое, то есть строгое, когда мало деталей. Но, например, даже Заха Хадид, это, конечно, бесспорный лидер, потому что те формы очень интересные, органические, бионические, которые она выдает в своих проектах, которые реализованы сегодня во многих городах мира, это, конечно, стоит того, чтобы восхищаться этой женщиной. Самый значимый для вас арт-объект? Арт-объект вообще в целом? Можно в Якутске, можно по миру какой-нибудь арт-объект, потому что все-таки архитектура, она более строгая, а вот арты, они поменьше, могут быть и непонятны для общества. Ну, вообще, да, у нас, например, в этом году не очень однозначно люди принимают такие объекты, как, например, памятник нашему дворнику, городская скульптура. Вот. Я считаю, это замечательные вещи, которые надо делать, и обязательно будем это продвигать, вот, насколько возможно, потому что объекты не должны быть, как сказать, вот, буквальными.
Очень много у нас памятников в городе Якутске. Кстати, блогер Илья Варламов заметил это, да? Что да, у нас очень много памятников, любит. да. Но памятники, вот они же, если памятник какому-то конкретно человеку, это очень такие буквальные вещи, да. А хочется именно образности, потому что время идет, поколения растут, и не всегда, конечно, память хочется оставить, но образные памятники, они всегда интереснее. Поэтому такие современные арт-объекты, не знаю, например, что там, вот в Лондоне, например, на Олимпийском стадионе в этом году я была, да, там для Олимпиады воздвигли вообще арт-объект, но несусветный. Вот, к сожалению, не вспомню сейчас художника, но это такая конструкция, значит, с красной подсветкой, которая функцию никакую не несет. Люди могут, туда подняться, может быть, как обзорную сделать, но такие вещи вызывают всегда эмоции. Вот, поэтому именно этим они интересны. Эмоции, люди начинают спрашивать, а почему это надо строить? И вот представьте себе, в городе Якутске у нас, если мы сейчас вдруг запланируем такой объект, многие будут спрашивать, а что мы там можем делать, а что там будет, а почему мы должны тратить столько денег на это. Вот, поэтому... Здесь у нас поступают вопросы в онлайн-режиме, но они уже вышли вверх, поэтому после завершения выпуска мы обязательно их просмотрим, потому что онлайн-режим у нас 24 часа и пост удаляется. И обязательно ответим уже на YouTube под комментариями. Приступаем к третьей части. Наша задача максимально быстро ответить за или против. И у нас подготовились 16 таких вопросов. Ипотека. Да. За или против? Да, конечно. Социальные сети. За. Подняться на Эверест. Пожалуй, за. Вегетарианство. Нет. Мост через реку Лена. За. Айфон. За. Прыжок с парашютом. За. Риск. За. Красная помада и красный маникюр. За. Единая школьная форма. Пожалуй, нет. Хочется свободы детям. Теплотрасса над землей. Тут я путаюсь. Это необходимость у нас за. Здание выше 20 этажей. Против. В Якутске. Против. У нас закончились 3 блока, и мы завершаем наш выпуск. Напоминаем, каждую среду в 19:00 подключайся и задавай вопросы в Инстаграме и Facebook в профиле One Click Якутск. От имени управления архитектуры и градостроительной политики пожелайте нашим зрителям напутствия, может быть, поздравить с новым наступившим Я хочу, годом. конечно же, жителей нашего города пригласить сейчас вот к той акции, которую мы сейчас начали. Это сбор предложений по обустройству общественных пространств. До 9 февраля вы можете сдать свои предложения для того, чтобы выбрать, какое из общественных пространств, это парки, скверы, площади в городе Якутске, должны быть реализованы в 2018 году. Твой город, твое решение, поэтому именно от вас, от жителей, от нас зависит то, каким будет наш город. Дорогие жители, с 9 января по 9 февраля у нас на сайте One Click Якутск в сервисе «Сбор идей» оставляйте комментарии и свои идеи по комфортному жилью. Как же, если не мы сделаем комфортнее его? Ну а всем скажу до свидания, до скорой встречи!